Мария Варникогла. За 8 дней своего отпуска я планирую объехать на машине всю Гагаузию и собрать необычный альбом под названием «Мой край в лицах». Здесь работает моя хорошая знакомая и лучший гид Гагаузии Вера Гарчу. Верочка, привет! Привет, Маша! Правильно и сделала, что зашла к нам в центр, ведь наш информационный туристический центр – это уникальный путеводитель для знакомства с Гагаузией, с культурой, с традициями, с обычаями, с интересными местами и, конечно же, событиями, которые происходят у нас на юге. А тогда с чего мы начнем наше путешествие? Сегодня мы в Камрате. Камрат – это не только столица Гагаузии, это еще и своеобразные ворота в гагаузскую автономию. Ведь первым делом наши туристы попадают именно сюда. И обязательно рекомендую для посещения визитную карточку нашего города. Это собор Иоанна Предтечи, который находится в Центральном парке. Пожалуй, с него мы и начнем. Начнем. Духовная жизнь дунайских переселенцев играла очень огромную роль. Когда здесь появились первые переселенцы, первым делом они начали строить дома и, конечно же, построили маленькую деревянную церквушку. Но город рос, численность населения здесь возрастала все больше и больше и уже не вмещала количество желающих. И тогда появилась идея в 1840 году строительства здесь огромного собора. Первое упоминание это было в 1840 году, и уже в 1856 году впервые собор заработал. Вы, конечно, можете спросить, почему так долго, потому что в строительстве собора участвовали местные жители. Значит, собор посвящен у нас Иоанна Предтечи. По одной из версий, почему именно Ивану посвящено, потому что здесь у нас был на территории Иван Никитич Инзов, это был попечитель задунайских переселенцев, и постройка, вернее, собор был назван в его честь как дань уважения. Наверное, что касается интересных фактов о нашем соборе, это то, что сейчас на данный момент мы можем встретить в соборе плитку, которая еще была поставлена в 1840 году, она оригинальная, ее привезли из Польши вместе со строителями, которые ее устанавливали. Значит, такого рода плитку мы можем еще встретить, к примеру, в Кишиневе, в Краеведческом музее. Почему? Потому что сооружения были построены в один и тот же период, и тогда это была мода, скажем так. У нас в соборе мы можем встретить современные иконы, достаточно современные. Кстати, не в каждом соборе это есть. Значит, первая икона, посвященная семье Романовых, которые были приписаны к лику святых. И вторая икона – это Чернобыльский Спас. Эта икона, вообще по церковным канонам, ее не должно быть, потому что на ней изображены и живые люди, и мертвые люди. Но из-за того, что большое количество людей умерло от этой аварии чернобыльской, все-таки эту икону приняли, и мы можем ее сегодня у нас увидеть. Но есть еще одна легенда, на самом деле это история, имела место у нас в Камрате. Значит, когда собор закрывали, все иконы были собраны и отправлены на пекарню. Значит, 3 дня подряд пекся хлеб на иконах. Значит, одну икону обронили, местный житель ее взял к себе домой. По стечению времени ему снились странные сны, и он решил поехать в монастырь
и узнать, что происходит. Значит, священнослужитель из монастыря, он сказал, что икона просится обратно. И уже когда собор наш открыли заново как культовое сооружение, в 1989 году икону вернули обратно. И сейчас она считается одной из самых старых икон в нашем соборе. Первое упоминание о городском парке было в 1908 году. Конечно, с тех пор наш парк намного преобразился, и сейчас он похож на городской сад. Сейчас здесь произрастает очень много растительности, которая вообще не свойственна для Буджакской степи. На самом деле каждое растение, оно экзотично для нашего региона. И можно сказать, что весной нас радует даже китайская сакура. И многие туристы, посещая наш парк, говорят о том, что здесь чувствуется какая-то атмосфера одесская, и так и хочется увидеть море. В парке установлен камень основания города Камрад, большой фонтан. И сейчас в виде архитектурной ротунды мы можем увидеть бывший колодец, который питал воду все местное население. На камне основания города пишет 1789 год. На самом деле у нас есть дата чуть раньше, когда турецкий путешественник, проезжая через эту территорию, оставляет надпись о том, что здесь непонятно куда пропадают люди и непонятно откуда появляются. Это связано с тем, что под парком и под самим городом проходят подземные галереи. Последним нашим объектом на сегодня у нас будет ремесленная школа. Многим это здание знакомо, потому что оно являлось резиденцией нашего Башкана Гагаузской автономии, и его превратили в ремесленную школу для детей. На данный момент здесь нашли творческую площадку не только дети, но и наши ремесленники. Но, наверное, о более подробной информации нам может рассказать наш ремесленник Ульяна. Здравствуйте. Привет! Меня зовут Мария. Очень приятно, Мария. Добро пожаловать в ремесленную школу. Я пришла учиться к вам гончарному делу. Отлично. Давайте сначала посмотрим нашу школу. Пройдите, пожалуйста, сюда. Ну что, Мария, вот здесь вот у нас есть небольшая экспозиция работ наших учеников. Некоторые из керамики, и мы выставили сусаки. Значит, что можно сказать про нашу школу, что основная цель ее – это возрождение давно забытых ремесел. И именно этим мы все вот эти последние 3 года занимаемся и обучаем детей. Например, гончарства не было около полувека здесь, и мы вместе с детьми возрождаем и обучаемся, и растем вместе с ними, делая работы из лепки и на гончарном круге. И здесь вот в этом помещении это небольшая галерея, где выставлены чуть-чуть немного работ учеников и наших совместных. Мы вместе с детьми здесь не только учимся, мы вместе здесь с детьми и развиваем нашу школу. Допустим, вместе выращиваем сусаки разных сортов для того, чтобы, может быть, в будущем, может в этом году, может на следующий год заниматься выжиганием, как раньше занимался этим сам Петр Влах, наш сусакче. И даже здесь можно вот увидеть одну из его работ, можно увидеть несколько видов. Почему это здесь я выставила эту уголочек с сусаками? Потому что к нам сюда часто приезжают, вот благодаря Вере, туристы, которые интересуются нашими ремеслами, вообще нашей историей, нами. И им очень интересно видеть, чем мы занимаемся, чего достигли и чем особенны мы здесь. Поэтому вот чуть-чуть можно
можно будет сразу увидеть, как бы, это как визитная карточка нашей школы. Вот. Итак, девчонки, здесь у нас самое большое помещение, мы его называем залом, и обычно здесь в основном проводим все наши мероприятия, ну, с большим количеством гостей и даже учеников. Вот за вот этим большим столом мы можем принять большое количество гостей, от 20 до 30, например, сразу на мастер-классы, или учеников, как большое количество, когда собираемся, мы здесь тоже иногда лепим. Но чаще всего в зале у нас проводятся разные мероприятия. Допустим, в прошлом году мы подытожили год с тем, что делали выставку, конкурс лучших детских поделок из керамики. Поэтому мы в этом зале как бы можем собрать большое количество народу. Ну вот сейчас вот в этом хаосе вы можете увидеть все, что делается на данный момент. Мы одновременно вместе с лепкой и гончарством развиваем и, например, отпечатки из гипса. Вот, допустим, работа готовится к покраске. Здесь за этим столом дети чаще всего отдыхают. И, конечно, здесь есть пространство, куда я могу выставить кое-какие керамические работы и, ну, на обозрение всех гостей и желающих, кто иногда приходит к нам, увидеть, чем мы здесь занимаемся и каким образом здесь все происходит. Здесь у нас вот есть такой вот баннер небольшой, где выставлены самые лучшие моменты за 3 года развития ремесленной школы. И на этих фотографиях можно даже найти себя, допустим, ну или людей знаменитых, которые приходят к нам. Это художники, скульпторы, политики, ну и так далее. Вот такие поделки, вот у нас последние работы. Это отпечатки подснежников, и это делают детки. Сейчас мы планируем с ними сделать на 8 марта отпечатки растений для мам. Кстати, вы, если успели заметить, у нас именно и это прослеживается. Каждая работа, она именно характеризует нас как таковых, потому что по кувшину, например, можно сказать, что, конечно, у нас на юге растут винограды, и, естественно, мы с детками их так и декорируем. Мы вместе с учениками прям задумываем композицию. Даже вот эти тюльпаны, они к нам пришли в преддверии вот весны, ведь тюльпаны, они вокруг нас, как бы цветы и все связанное с нами тоже, не только с другими народностями. Поэтому как бы и орнаменты, и символы, все, что мы можем ну, вокруг себя увидеть, мы все запечатлеваем не только на керамике, но и на гипсе. Вот, допустим, на Масленицу мы готовились, мы вместе с детками думали, что общего, один хороший такой символ, который ассоциируется с праздником. И в общей сложности у нас большинство проголосовало за солнце. И мы солнце сделали в виде символа такого закрученного спирали бесконечности. И даже здесь, как историки, я им рассказывала про первую письменность. Эта надпись сделана в виде клинописи на глине. Это было просто неимоверно впечатляюще для детей, когда они... Многие, кто уже прошел эту тему, они узнавали, что это клинопись, а кто не прошел, они прям еще пробовали себя еще на глиняных табличках писать клинописью, способом клинописи. Не зря я говорю, что цель — это возродить давно забытые ремесла. Именно здесь, в этом регионе, именно который характеризует нас как народность. Пройдем дальше. Все-таки давайте посмотрим, каким способом или каким образом гончариться. Проходим. Итак, Маш, вот мы сейчас за гончарным кругом сделаем симметричную работу. И видишь, я даже не называю, будет это кувшин, горшок или еще что-либо, но важно, что за гончарным кругом это будет симметричное, потому что это круг. Что для начала мы делаем? Я, естественно, приготовила примитивные приборы. Это вода, естественно, губка и пару стеков. И сейчас нужно попасть в центр. Если хочешь, можешь сама попробовать. Давай. Вот именно вот этим, вот так вот. Бац, попробуй. Попала или нет? Попала, но я обычно вот так делаю. Да. Этот гончарный круг электрический, бесшумный, можно вот ногой нажимать, я буду помогать и будем набирать скорость, но прежде чем начать, нужно будет заклеить вот здесь вот снизу, чтобы не попала вода под низ. Попробуй, пожалуйста.
Обычно многие гончары это не делают, но для того, чтобы вот большой кусок глины, здесь чуть больше килограмма, не улетел с планшайбы, необходимо, естественно, его тщательно прикрепить, потому что он просто там на честном слове. Поэтому приходится соблюдать все, чтобы вот такие условия. Ну, глина, она сама диктует эти правила. Давай я для начала отцентрую, потому что это первый этап, первая необходимость, что нужно сделать для начала, это отцентровать. Если я не отцентрую, видишь, мои пальчики прыгают, поэтому я не смогу сделать ровную работу, симметричную, потому что будут разваливаться стенки. Поэтому для начала необходимо набирать скорость и поднимать глину наверх. Это называется отминка на планшайбе. То есть вот здесь вот я отминаю этим способом, поднимая глину вверх-вниз и тем самым центрую. То есть глина успокаивается и прекращает болтаться в разные стороны. Я сейчас еще разок сделаю, потом попрошу, чтобы ты попробовала центровать. Каким образом? Смотри, здесь необходимо поставить правильно руки. У меня рука стоит на ноге, то есть я здесь не обязательно должна придавать силу именно вот руками. Я придаю силу прям всем корпусом тела. То есть рука у меня на ноге, и тем самым я всем корпусом давлю на нее, и у меня зафиксированы обе руки. Я держусь за эту глину. И таким образом поднимаю и чуть-чуть опять опускаю, создавая внутри этого комка волны глины. Попробуй. Посмотрим, получится у тебя. Надо сперва намочить руки. В этом деле главное не бояться запачкаться. Не поднимается. Не поднимается? Давай я попробую. Это, естественно, очень сложный процесс, потому что этому нужно учиться хотя бы 2-3 недельки. С чего и начинается обучение у учеников у меня. Они должны обязательно очень тщательно научиться центровать. Без этого навыка дальнейшие условия работы за гончарным кругом практически невозможны, как ты понимаешь. Поэтому центровка — это, можно сказать, один из очень важных и главных этапов в гончарстве. А как понять, что этот этап закончен? Центровка? Да. Сейчас вот я центрую, и ты руками прям почувствуешь, что глина никуда не бежит, не болтается, не шатается. Вот я помогаю даже немножко себе инструментами, потому что, на самом деле сегодня глина не очень. Посмотрим. Попробуй поставить руки и почувствовать, болтается она во все стороны. Нет, только Нет, кружится. она практически успокоилась, потому что вначале, когда ты видел, у меня прям пальцы прыгали, вот с этого момента вот как раз таки и можем продолжить уже формировать изделие. Что вторым этапом? Это нужно продырявить. Вот я вот сейчас покажу тебе, и ты продолжишь. Держимся 2 руками, и вот этими большими пальцами мы будем углубляться. Можно делать так, можно еще, но вот это для новичков самое подходящее. Попробуй теперь ты. Я ставлю тебе воду, потому что здесь именно в этих... У меня там ногти, они, наверное, будут. Ничего страшного. Здесь поднимай. Угу. Отлично. Добавляем воду для скольжения. Давай я продолжу. Как тебе? Здорово, когда ты чувствуешь, что ты не контролируешь. То есть оно само, Да. ты всего лишь поддерживаешь руками, но оно само все процесс происходит. Я скажу тебе, что глина — это один из самых не важных, а можно сказать, первозданных материалов, экологически чистый материал, который добывается из недр земли. Давай вместе попробуем. Вот я сейчас практически сделала донышко и стеночки, но теперь нам нужно будет их уменьшать и поднимать наверх. Я предлагаю тебе вместе, я буду с одной стороны, а ты с другой стороны. Мы засунем руку, да, ты просто почувствуй, каким образом поднимается стенка, а ты... Ой, задела. Так, сейчас я выровняю. Смотри, одну руку здесь держишь, одну руку внутри. Вот так. И обязательно все время смачиваем. В этом способе здесь как раз именно важно все время смачивать.
Чтобы руки не цеплялись и было скольжение. Как будто, да. Чтобы было скольжение, да. Вот. Все. Вот такой вот срезать вот горшочек. этой ленточкой, Да. да? Я могу показать, а ты попробуешь. Вот здесь вот нужно будет. Это вообще гитарная струна, бывшее употребление. Мы, кстати, с музыкальными школами имеем отношение. Вот так вот натянуть, вот этими большими пальцами прижать и тянуть. Попробуй. Намотай. Она безопасная, она практически мягкая. Нажимаем и тянем. Тяни, 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 тяни. Не наверх, на себя, на себя, на себя. Чуть-чуть испортила, наверное, да? Нет, все хорошо. И можно забирать? Да, вот чуть-чуть снимем немножко шликера с рук. Вот так вот. И попробуем его оторвать. Прошу. Ой, здорово. Вот так вот рождаются... Шедевр. Спасибо. И теперь его можно уже сразу в печь, да? Нет, к сожалению, долгий процесс сушки. Чем больше изделия, тем дольше сохнет. Сохнет от 2 недель до целого месяца. И только потом уже делаем процесс лощения, то есть разглаживаем полностью его изнутри, снаружи. И потом только в печь. И, возможно, он пройдет 3 обжига. Это при температуре 1050 градусов первый обжиг, 24 часа на протяжении суток обжигается, прям буквально плавится металл в печи. Наша печь, она электрическая, в ней поднимается температура до 3000 градусов, а глина вообще наша классная, она обжигается при температуре 1050. Есть глины, которые обжигаются при 800, а есть глины, обжигаются при 1200 или 1800. Но у нас приемлемо. Дальше я сделаю глазуровку, это будет второй обжиг, и третий обжиг, это будет молочение. Будем вместе с детками купать его прям в прямом смысле слова в молоке, и потом снова на обжиг, но уже при температуре 350 градусов. Таким образом мы делаем молочную керамику. В общем, пока он попадет в использование, он пройдет очень долгий период. Да. Ему предстоит месяц пути. Ну, удачи. Ну что, Маша, понравилось у нас? Конечно. Особенно прочувствовать это творение, подержать его в своих руках. Наверное, вы каждый раз это ощущаете, чувство. Да, и не только я, мои ученики тоже каждый день творят что-то прекрасное. Спасибо, Вера, вам за визит, Маша. Была рада знакомству. Приходите к нам еще в гости. Спасибо, нам тоже было очень приятно с вами познакомиться и окунуться в гагаузскую атмосферу еще раз. До свидания. До свидания. Творческих вам, ребят. Спасибо. И вам всего хорошего. До свидания.